Добрый день, в эфире новости и краткий обзор событий. Мат-капитал. Изменились сроки рассмотрения документов на эту соцпомощь. Солидный стаж и желание трудиться дальше. Репортаж о пенсионере с молодой душой в выпуске. В республике проходит ряд мероприятий «Нет терроризма». Очередную воспитательную беседу организовали в Малгобеке. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, вдвое сокращающий срок принятия решения о выдаче сертификата на материнский капитал с месяца до 15 дней со дня приема заявления. Кроме того, документам предлагается уменьшить с 2 недель до 5 дней сроки проверок документов для принятия решений о дополнительных мерах государственной поддержки семей с детьми. Вообще, сама программа материнского капитала – это задел на будущее. Социальная помощь способствует тому, чтобы демографические провалы не повторялись. Их последствия для экономики слишком существенны. Результат низкой демографии 90-х мы ощущаем сейчас. Взрослого населения гораздо больше, молодого, работающего, отчисляющего процент на пенсии меньше. Этим объясняется необходимость изменений в пенсионном законодательстве. Пенсионеры относятся к этому с пониманием. Прогноз роста выплаты и перспектива продолжения трудовой деятельности радует многих. Например, Фирдоус Камчиева, учитель младших классов. За ее спиной почти полвека, посвященных просвещению. Зелимхан Калоев продолжит. Люди золотого возраста в любых сферах деятельности, будь то учителя, врачи и даже техники, имеют большое преимущество. Огромный опыт, знания и любовь к своему делу. И найти коллектив, где нет работников под 60 и старше, на сегодняшний день практически невозможно. Фирдоус Камчиевой скоро исполнится 63 года. 43 из них женщина посвятила любимой работе в школе, без которой просто не мыслила свою жизнь. Говорит, что, находясь в постоянном контакте с детьми, даже не заметила приближения пенсионного возраста. Вы знаете, вот в таком возрасте, с такой энергией, с таким здоровьем уходить в пенсию, конечно, я не желаю. Я бы хотела еще и еще работать. Продолжить свою работу, продолжить свою профессию, воспитывать на будущих наследников, будущих рабочих, профессоров. Работа не из легких, более того, одна из самых ответственных. Поэтому Фирдоус Касумовна старается научить школьников всему, что знает сама. Ильяс Хидиров, несмотря на свой юный возраст, помнит первую встречу со своей учительницей. Благодаря ей он преодолел страх перед школой. Сейчас же мальчик показывает хорошие знания. Бывало такое, что тебе не хочется в школу, и вот ты не хочешь учиться? Когда сплю. А так мне нравится. Расскажи, вот чему тебя научила твоя учительница? Меня она научила всему, что можно научить до 2 класса. Богатый опыт помогает Фирдоус Камчиевой найти подход к каждому ученику. Она не только первый учитель для первоклашек, а вторая мама, поскольку именно ее наставления закладываются в сознание детей. За десятки лет Фирдоус Касумовна обучила около 1000 учеников и считает это своим достижением. Остаться дома и уходить на заслуженный отдых даже не думает. Энергия есть, сила есть. Почему бы мне не работать? По молодости и не выгляжу я слишком старая. Мне бы хотелось работать. Фирдоус Касумовну ценят и уважают коллеги по цеху. И какой бы ни была современная система образования, за советом молодые специалисты бегут именно к ней. Фирдоус Касумовна опыт теологии докуется бол Чого иш бэхэц. Дэргэ хош хамштоах то хадуачнда ажмо баха бажкал хлчи цагдах хатш тундук по ахта хултрэ балха. Когда я пойду на пенсию, как я оставлю эту работу, понятия не имею. Я вообще без детей не могу. А эта работа мне очень нравится. Детей учить, к чему-то воспитывать их. Таких пенсионеров, как Фирдоус Камчиева, в Ингушетии почти 20 000 человек. Свои поправки к законопроекту в недавнем телеобращении внес глава государства. В частности, Владимир Путин предложил повысить пенсионный возраст для женщин не до 63, а до 60 лет. Многодетные матери должны выходить на пенсию раньше. Те, у кого 3 детей, на 3 года, у кого 4 на 4, заявил президент. Если детей в семье 5 или более, все останется как и сейчас. На заслуженный отдых они смогут уйти
те в 50 лет. Для граждан, которые достигли пенсионного возраста по старому закону в ближайшие 2 года, лидер страны предложил установить особую льготу – право оформить пенсию на 6 месяцев раньше нового срока. К примеру, если человек должен был выйти на пенсию по новому пенсионному законодательству в январе 2020 года, он сможет сделать это в июле 2019. В этой связи мы должны предусмотреть дополнительные гарантии, которые защитят интересы граждан старших возрастов на рынке труда. Поэтому на переходный период предлагаю считать предпенсионным возрастом 5 лет до наступления срока выхода на пенсию. Повторю, здесь нужен целый пакет мер. Так считаю необходимым установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста. В пакете поправок также значится отмена дополнительных пенсионных льгот для депутатов и сенаторов. Сохраниться должны и все федеральные льготы, которые обычно начинали действовать с выходом на пенсию. Также из президентских поправок следует, что пенсии работающих пенсионеров, которые не индексируются с 2016 года, будут увеличиваться наравне с пенсиями неработающих. Зелимхан Калоев, Рамзан Зурабов, Новости 24. Самозанятых граждан России освободят от пенсионных взносов. Налоговая ставка в рамках нового режима для самозанятых граждан составит 4%. В нее будет входить взнос по обязательному медицинскому страхованию. При этом власти не планируют включать в этот режим и делать обязательными для самозанятых взносы в пенсионный фонд. Вразумить и предостеречь молодежь. С этой целью в республике проходят встречи с молодежью. Очередная беседа прошла в Малгобеке. Ее посвятили последствиям заблуждений, связанных с экстремистскими течениями. Ната Ивлоева расскажет подробности. Для каждого региона проблемы терроризма разные, как и методы борьбы с ними. Учителя Малгобекской школы-интернат номер 4 считают, что воспитывать ребят и прививать им основные ценности нужно с малых лет. Поэтому и подготовили мероприятие «Не терроризму». Дружба и счастье людям нужны. Почему не хотят услышать нас? Мы повторить можем 1000 раз. Нет терроризму, нет войне. Школьники знают и понимают, что эта проблема очень серьезная. Радмир Евлоев полностью окунулся в слова ведущих. Он, несмотря на свой юный возраст, часто интересуется подобными и проблемными вопросами. Во всех школах надо, чтобы в год по 2, по 3 мероприятия таких проводились. Чтобы дети понимали, что такого нельзя делать. Нельзя слушать чужих людей. К ним нельзя подходить, в чужие машины нельзя садиться. У терроризма нет религии, нет национальности. Вот что пытается донести приглашенный на мероприятие. Они также внесли свою лепту, объяснив ребятам, как нужно вести себя в обществе. В этих стенах учащимся не только рассказывают, но и показывают, что же такое терроризм. Для ребят подготовили несколько фильмов, в зале стоит тишина. Вместе с совершением теракта могут оказаться люди из разных городов и стран, разного уровня дохода и социального статуса. В школе-интернат такие мероприятия проводят периодически. Также рассказывают о терроризме и на классных часах. Ведь прививать любовь к миру нужно с детства. Ната Евлоева, Рахман Суров, Новости 24. Сегодня по всей стране отмечается День программиста. Этот праздник был учрежден указом в 2009 году по инициативе Министерства связи и массовых коммуникаций России. Дата уже давно стала неофициальным праздником для людей, связавших свою жизнь с программированием. Значение этой профессии в повседневной жизни трудно переоценить. Это род деятельности с каждым днем становится все более массовым и охватывает сферы промышленности, образования, культуры, медицины, везде, где применяются электронные устройства. Накануне в Джайравском районе стартовал международный фестиваль бейсджамперов в памяти трехкратного чемпиона России по парашютному спорту экстремала Глеба Воеводина. В соревнованиях принимают участие спортсмены из США, Голландии, Швейцарии, Мурманской, Московской областей и Москвы. Показательные прыжки, в том числе и групповые, проходят с гор Цейлуам и Мятлуам. Первый день прошел без происшествий. 8 бейсджамперов совершили прыжки с 3 точек. Репортаж Тамерлана Хамхоева. Бейсджампинг-клуб «Легенды гор» вновь заполнился гостями. Очередной фестиваль по этому зрелищному виду спорта стартовал в нашей республике. Участников поприветствовали хозяева фестиваля. Хочу вас всех поприветствовать, всех представителей всех областей нашей большой страны.
В первую очередь я хочу вам пожелать всем удачи, легких прыжков, легкого приземления, или как это у вас называется, да, без травматизма. Удачи вам, ясной, хорошей погоды. Еще раз добро пожаловать в Джайратский район. Вам, как спортсменам, желаю, чтобы все прошло у вас без травм, без последствий, говорится, чтобы вы покидали нашу землю гостеприимную с хорошими яркими впечатлениями. Ждем вас вновь в нашей гостеприимной земле. Удачи всем еще раз. Бейсджампер – это такой спортсмен, который за несколько десятков секунд полета посещает достопримечательностей больше, чем обычный турист за трехдневную экскурсию. К своему очередному воздушному путешествию наши гости готовятся основательно. Проверить все свое снаряжение еще один раз лишним не будет. На кону без преувеличения человеческая жизнь. Ну а первые впечатления от Ингушетии самые позитивные. Очень бодрит Ингушетия. Не ожидал видеть такие просторы, такой масштаб гор. Честно говоря, не представлял, что в России это вообще возможно. Вот, скалы интересные, то есть едем, даже в машине смотрим. Очень много скал, которые потенциально пригодны для прыжков. То есть хочется здесь ходить, прыгать, исследовать. Если некоторые из этих ребят в Ингушетии впервые, то Элина Фарапаева посещает Ингушетию уже в третий раз. Ощущения непередаваемые, делится она. Нужно и дальше развивать бейсджампинг в нашем благодатном крае. Здесь потрясающий город для прыжков, с них как раз таки огромные перепады и невероятная красота. Вот, и хочется приезжать и приезжать, смотреть на это, наслаждаться, дышать этим воздухом. Вот. А также замечаем, как развивается этот регион. Вот построили новую дорогу, положили. Это очень здорово, и хотелось бы приезжать сюда еще. Подниматься несколько часов на высокую точку ради 30-40 секунд полета не каждый может понять. Однако, увидев кадры полета между башен, любой захочет повторить это сам. Бейсджампинг для многих ребят не просто увлечение, а образ жизни. Бейсджампингом я начал заниматься 12 лет назад. Прыгать начал с детства, с 13 лет. Через 10 лет на аэродроме стало скучно. Появилась альтернатива, и, в принципе, она перспективнее, интересней. Бейсджампинг, как и многие другие экстремальные виды спорта, имеет большие перспективы в Ингушетии. Главное – взять нужный вектор развития, что уже сделано. Дальше только работа, чтобы Ингушетия стала интересной экстремалом. Когда мы здесь, нам недалеко, они намного дальше живут, приезжают сюда с радостью. Мы очень редко сюда приезжаем, и когда вот смотрим по сторонам, прямо аж дух захватывает, от того приятно. А я представляю вот этим приезжим людям, как им, насколько им приятно, насколько с какой большой радостью они сюда приезжают. Будут они совершать прыжки с 3 мест, это Кязилом, Цейлом и Мятлом. Сегодня они уже прыгали, делали свои прыжки, такое открытие для себя уже сделали, ну завтра уже официально начнут. И по 16 часов у нас турнир будет проходить. Фестиваль официально стартовал, он продлится несколько дней, в течение которых бейсеры покажут все, на что они способны, ну а мы будем следить за их выступлениями. Тамерлан Хамхоев, Рахман Цуров, Новости 24. Это были все новости к этому часу. Увидимся в 16:00.